справедливые и честные выборы для лучшей жизни. Идея такой кампании состоит в следующем, буквально несколько тезисов. Первый тезис то, что не создав условия для честных выборов, решить задачу смены власти невозможно. Второй тезис, который мы высказываем, заключается в следующем. Что для решения этой задачи, очень сложной задачи, власть будет сопротивляться, и надежда на то, что власть сама эти условия предоставит, они иллюзорные. Власть будет все делать, чтобы этих условий не было. А для этого нужно объединить вместе не только всех представителей всех политических партий, общественных объединений, профсоюзов, но привлечь к этому также неравнодушных граждан, которые сегодня тоже считают, что выборов в республике нет. А я вам скажу, что таких почти половина избирателей, 3,5 миллиона человек, вот их вовлечение в нашу общую такую деятельность, оно может помочь нам решить эту задачу. Просто одни активисты эту задачу, к сожалению, решить не смогут. Следующий тезис состоит в том, что мы считаем, что для решения этой задачи, создания условий для честных, справедливых выборов, нет никаких препятствий. Для этого нет у нас никаких идеологических, программных и других расхождений. Все демократические партии выступают за то, чтобы власть избиралась на демократических выборах. И четвертый тезис, который мы считаем, что для этого нужно активно работать с людьми. И использовать для этого все имеющиеся, пускай скудные, но имеющиеся возможности, которые сегодня могут быть в нашем распоряжении. Если сказать очень просто, то я думаю, что наша общая коллективная задача вернуть избирательное законодательство, правоприменительную практику, выборы в ситуацию, время поздних коммунистов и раннего Лукашенко. В 1990 году, в 1995 году также не было абсолютно честных и справедливых выборов. Но и в 90-м году, и в 95-м году политическая оппозиция могла приходить в органы государственной власти и таким образом влиять на ситуацию. Вот это если сказать одним абзацем, что надо сделать. Все-таки надо помнить о том, что есть все-таки белорусский избиратель. Он есть. Другое дело, что он, может быть, иногда и не понимает, в чем участвует, а может быть, иногда не хочет понимать, в чем участвует. Он соглашается на эти маленькие бонусы в виде дневного отгула или на 2 часа отпустили его с работы, чтобы он этот свой голос отдал власти, а там делай с ним что хочешь, паршивое стекло. Но он есть. И если мы хотим добиться результата, нам надо искать путь к этому самому избирателю. И, наверное, это самый важный аспект любой электоральной кампании, который должен делать нас более-менее ответственными. Поэтому, как бы мы ни хотели, а если мы намерены дальше заниматься политикой, нам нельзя игнорировать кампанию. Очень часто задают вопрос бойкота. Я лично большой сторонник бойкота. Это сильное, мощное оружие. Это действительно такая вещь, которая может в какой-то перспективе изменить ситуацию, в том числе и у нас в стране. Но все предыдущие кампании, которые организовывались, лично мне не нравятся. Потому что, по сути дела, это было все-таки скорее игнорирование кампании, игнорирование процесса, чем какое-то активное участие. Як я бачу саму кампанію, саму коаліцію, я не бачу эту коалицию як коалицией, скажем, 6 месяцев ближайших. Бачу эту коалицию як минимум до конца президентской кампании, як бачать, я так разумею, и все субъекты. Я бы бачу, скажем так, саму кампанію, каб яна была не спыннай паміж мясцовымі і прэзідэнцкімі кампаніямі, каб мясцовая кампанія стала штуршком да прэзідэнцкай, каб мы мелі магчымасць інфармаваць насельніцтва, працаваць з людзьмі кожны дзень, не толькі, скажем, калі абвяшчаюцца выбары і весь час паміж выбарамі сидзець на канапе. Потому что, когда мы приходим до людей за 6 месяцев до выборов, то это уже поздно. С людьми треба працаваць на протягу всего часу и змяняць грамадскую думку, мобилизуючи людей, даючи им некие позитивные посылы, даючи им магчымасць светлой будучыні и даючи шанец на то, каб ихние дети не жили до 2020 года при тым режиме, при котором мы сегодня живем.
Здесь собрались не те люди, которых надо агитировать, идти на выборы или идти на наблюдение. Мы совершенно не те. Понимаете, здесь пришли большинство руководителей городских структур, районных. Но мне непонятна вот следующая ситуация. Недели 2 тому назад мы в этом же помещении собирались по работе другой коалиции. Все те же практически, в частности, народного референдума. И говорили о списке, о другой коалиции, в которой подписанты 5 партий, как вы знаете, сильных наших партий, БНФ, БСДП. И я о чем говорю? Наших людских ресурсов у всех не хватает. Вот мы те же сидели тогда и те же сидим практически здесь. Тогда нам говорили, мы там к чему-то пришли, сейчас вы нас убеждаете. Так вот, мы теперь стоим перед выбором, в какой коалиции участвовать, и вопрос, надо ли нам эти 2 коалиции, 2 списка, и не вносите ли вы, уважаемые мною лидеры, раскол вот в наше местное даже общение? Вопрос очень хороший. Вопрос такой, вот мы не противоставляем. Я считаю, что вот в кампании, в решении вопроса «Справедливые выборы» можно заниматься и референдумом. Но я не понимаю, как может быть референдумов, если нет условий для выборов. Мне просто непонятно. А это мы уже не будем обсуждать. Не, просто, ну я как раз, Лидия, подожди минутку. Здесь вот в этом-то весь вопрос, что мы ж не враги, мы ж встречаемся с Миленкевичем, с Янукевичем, с Дмитриевым, с Никляевым в очень хороших отношениях, как бы, тут вы не думаете, что мы как бы вот так вот там уже сражаемся. Но у нас, как и у вас, наверное, есть разные взгляды, есть, ну, так сказать, есть споры, есть разные приоритеты. И у нас с ними ведется сегодня разговор о том, что, безусловно, было бы очень здорово, я думаю, мы к этому все равно придем. Если был бы единый список, который был бы не просто список, там, допустим, единый список тех, кто собирает там вопросы или собирает подписи за референдум. Вот сегодня собирать подписи за референдум о ограничении срока Александра Григорьевича президента, в качестве президента, это глупость. Потому что Александр Григорьевич поддержит ваш вопрос, вы получите 80% населения за то, чтобы он был до конца смерти и не выбирался больше. Если условий нету, понимаете? Поэтому вопрос состоит в этом. Или мы все вместе договоримся, и мы не будем играть в игры, что мы сегодня не знаем, какие вопросы волнуют людей. Все, по крайней мере, ну вот, из 4, которая подписала, 4 партии, которые подписали за референдум, там было минимум 2 партии, 2 кандидата в президенты шли. И они шли и говорили людям, что мы знаем, что нужно менять, как нужно, поэтому есть игра, мы не против нее. Но в принципе сегодня всем известно, и им, и нам, что нужно менять в нашей стране, чтобы нормальная была жизнь.